Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Большое интервью. Президент Абхазии Аслан Бжаня дал эксклюзивное интервью абхазскому телевидению. Услышать врачей. Наша съемочная группа вновь работает за красной зоной и вновь неутешительная статистика. Рука помощи. Армянская община Абхазии оказала финансовую помощь. 600 тысяч рублей передала Минздраву Абхазии. Концерт «Опера Вива» на Сухумской набережной. Фестиваль продлится всего один день и проводится под открытым небом на набережной Сухума. Президент Абхазии Аслан Бжаня дал эксклюзивное интервью абхазскому телевидению. В беседе были затронуты самые актуальные вопросы. Речь шла об энергетике, вакцинации, безопасности, авиасообщении, газификации и ряде других актуальных вопросов. 28 июня Черноморэнерго ввело график ночных отключений электроэнергии. С чем это связано? Что вынуждает прибегнуть к таким непопулярным мерам? Да, на самом деле такой график введен. Это обусловлено тем, что в этом году у нас может образоваться дефицит электроэнергии. При существующем уровне потребления наших объемов, которые мы должны получить из Ингурской ГЭС, до конца года может не хватить. В связи с этим мы вынуждены были ввести такого рода ограничения. По какой причине у нас сложился дефицит? Там есть ряд фундаментальных причин, приведших к этой ситуации. Не менее важная тема на сегодняшний день – это вакцинация. Как вы можете оценить ход вакцинации в республике? Вы планируете привиться? Ожидаются ли дополнительные дозы вакцин? В последнее время наблюдается рост заболеваемости, и мы об этом постоянно информируем наших граждан. Что касается вакцинации, этот процесс, на мой взгляд, необходим, он полезен. У нас этот процесс уже идет, об этом мы неоднократно информировали нашу общественность. С дополнительной заявкой мы обратились к руководству Российской Федерации, и россияне обещали нам оказать поддержку. 12 июля по этому поводу в Москве в Российском фонде прямых инвестиций состоится совещание. Наши заявки находятся в приоритетном положении. И я думаю, я рассчитываю на то, что в течение июля, до конца июля, начала августа мы получим еще одну партию вакцин. Что касается моей личной вакцинации, я намерен сделать вакцину. Пока мне по ряду обстоятельств это делать нельзя. Как только врачи мне разрешат, я обязательно воспользуюсь этой возможностью. О безопасности в целом в нашей стране, о внутренней безопасности. Какие преобразования планируется реализовать в правоохранительной системе в целом? Да, вопросы безопасности у нас на повестке дня занимают верхнюю строчку, потому как это очень важное направление работы. В Министерстве внутренних дел в течение текущего года будут осуществлены беспрецедентные преобразования, аналогов которых не было в послевоенное время. Хотел бы обратить ваше внимание и внимание наших телезрителей на следующее. С января этого года повышена заработная плата сотрудников Министерства внутренних дел более чем на 70%. Когда же полетят самолеты в сторону Абхазии? Есть ли какие-то определенные сроки, есть ли информация, с которой вы бы могли поделиться по этому вопросу? Значит, самолеты в Абхазию полетят не позднее 1 января 2024 года. За это время выработана дорожная карта. В рамках дорожной карты идет работа. Создана рабочая группа межведомственная в Российской Федерации. Создана рабочая группа в Абхазии. С определенной периодичностью они встречаются. Это масштабная работа. Она требует много сил, много усилий. Я хотел бы привести вам такой пример. Это адресованы мои слова скептикам. Сухумский аэропорт был одним из лучших аэропортов в Советском Союзе. Он же работал. Мы же ничего нового не создаем. Мы воссоздаем то, что было. Не менее важная тема – вопрос газификации. В чем заключается необходимость реализации данного проекта? В какие сроки возможно газифицировать страну? Необходимость проекта
обусловлено разными факторами. Газ – это энергия, источники энергии нам нужны. У нас сегодня вся экономика работает на электрической энергии. С учетом прогнозируемого роста экономики, мощностей электрических у нас сейчас не хватает. Поэтому мы уже должны думать об дополнительных энергетических мощностях. Полную версию интервью с главой государства Асланом Бжаня вы сможете посмотреть в ближайшее время на нашем канале. Сегодня премьер-министр Александр Анква принял главу администрации города Сухум Беслана Эшба. На встрече обсудили ситуацию, сложившуюся после стихийного бедствия, обрушившегося на столицу 4 июля. Мэр Сухума Беслан Эшба проинформировал премьер-министра Александра Анкваба о нанесенном стихии ущербе. Ураган нанес существенный урон крышам многоэтажных домов, школ, дошкольных учреждений, домам в частном секторе, линиям электропередач, а также троллейбусным опорам и линиям. На сегодняшний день выявлено 54 многоквартирных дома с повреждением крыш. Также крыши повреждены в 9 школах, 7 детских садах. Информация по пострадавшим автомобилям и домам в частном секторе обрабатывается. Беслан Эшба также проинформировал, что восстановительные работы по линиям электропередач завершены полностью. Троллейбусные линии восстановлены частично. Аварийным остается троллейбусный маршрут по Кадурскому шоссе. С маяка троллейбусы ходят до улицы Айтгалара и обратно. Администрация Сухума своими силами предпринимает меры по ремонтно-восстановительным работам в многоквартирных домах. Из общего списка домов восстановлено 12 крыш с небольшим объемом работ. Планируется восстановить еще 20. Эти вопросы. Там, где надо было спасти, была стопроцентная гарантия того, что зальет, и все спасено. Там никому ничего не затопит. На 2 многоквартирных домах по улице Керас 15 и улице Чалмаз 5 необходимо провести экспертизу. В этих домах кровля на месте, но она была приподнята во время урагана. Администрация Сухума просит на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров рассмотреть оказание помощи для выполнения восстановительных работ в 22 многоквартирных домах, а также ремонтно-восстановительные работы в средних школах и дошкольных учреждениях. Также администрация города просит рассмотреть возможность выделения средств для восстановительных работ троллейбусных линий и опор. Александр Анква пригласил на встречу гендиректора госкомпании «Апснарглара» Руслана Тванба. Ему были переданы материалы по пострадавшим во время урагана в Сухуме зданиям, на ремонт которых администрация города просит оказать помощь. Мадина Афганба, пресс-служба администрации города Сухум. В республике вновь растет число ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19. В Гудаутском госпитале находится на стационарном лечении больше 100 человек. Есть и тяжелые больные. Реанимационное отделение заполнено. Из Гудаутского ковидного госпиталя специальный репортаж Сарии Кварцхелия. COVID-19 остается неотъемлемой частью нашей жизни. Больных много, тяжелых не меньше. Как и в других районных больницах, так и в Гудаутской ЦРБ продолжают спасать жизни. Картина здесь не меняется. Реанимационное отделение заполнено. В палатах по 2-3 человека. Это уже невозможно. Это уже реально невозможно, потому что каждый день скорая за скорой приходит. Больные все тяжелее поступают. А сюда фактически мест не хватает в реанимации. Да, там добавился в Сухумской реанимации, инфекционной больнице, реанимационное отделение. Да, тут тоже расширили чуть-чуть, но это тоже не хватает при таком напливе. Ренель заступил на смену сегодня утром. Приехал он после дежурства из Тхорчалской ЦРБ. Так как его коллега-реаниматолог Мадина Дасаня заболела коронавирусной инфекцией, он 2 суток будет оказывать помощь реанимационным больным. Выражена нехватка кадров и в связи с ухудшением ситуации по всем больницам, не то что тут у нас в Гудауте, по всем больницам все больше внимания требуют родственники, родня, а сил сюда уже не хватает реально. Будем держаться максимально, сколько сможем. Будем рядом находиться и оказывать ту помощь, которой нуждаются они от нас. На фоне ежедневного прироста COVID-19 у многих больных появляются панические настроения. Люди испытывают тревогу за себя и родных. Выражена высокая температура, выражена нехватка воздуха, краснота лица,
то, что первый признак выдается ковиду, и панические атаки. Очень-очень паническими атаками поступают больные, потому что имеют огромный страх. Психолог у нас есть, ходит, консультирует этих больных, максимально беседует им, проводит беседу, а также медикаментами помогаем им максимально, чтобы нервную систему, чтобы не сломать их. С медикаментами в больнице проблем нет. Кислородных концентратов достаточно. Все в норме абсолютно в рабочем состоянии в данном ситуации. Слава богу, есть централизованный кислород. В связи с этим проблема фактически снята. Спасибо и огромная благодарность хочу передать правительству, которое нам это обеспечило, потому что с этими баллонами очень трудно и очень тяжело было работать. Сейчас более-менее упрощенно. В связи с аппаратами, аппараты есть фактически в рабочем состоянии все. Максимально пытаемся их максимально собрать, чтобы они были в рабочем форме. Так что пока что, слава богу, и насчет медикаментозов тоже есть фактически. Нехватка медикаментов или чтобы не было в наличии медикаменты, такие нету. Есть определенные лекарства, которые хронически больные, которые принимают свои лекарства. Естественно, такие лекарства у нас нету. У нас есть то, что касается от вирусов, эти лекарства все наготове, они все у нас есть в наличии. Как сообщил нам врач, в госпитале нет больных ковидом после введения обоих компонентов вакцины. Однако есть несколько человек, которые заболели после первой вакцинации. Но опять-таки это произошло из-за несоблюдения ограничительного режима после прививки. Люди были в плотном контакте с больными коронавирусом и сами заразились. На втором этаже инфекционного отделения 30 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, 11 в тяжелом состоянии. Есть и 3 реанимационных больных. Нам приходится разворачивать новые отделения для того, чтобы поместить всех пациентов, которые поступают. Как вы знаете, сейчас превалирует у нас индийский штамм, по всей видимости, потому что сложность заболевания увеличилась, количество осложнений увеличилось. Процесс инфекционный протекает более бурно, более тяжело. У нас проблема в том, что мы с трудом справляемся с этим наплывом. И на данный момент получается так, что в отделениях инфекционных лежат больные практически реанимационные. Из-за того, что у нас реанимация переполнена, нам приходится реанимационными больными заниматься в обычном отделении. Мы призываем население воздерживаться от массовых мероприятий, стараться соблюдать меры предосторожности. Мы вас очень просим, заражайтесь поменьше. Мы из последних сил работаем. Также призываем вас, по возможности, вакцинируйтесь. Вакцина доказала свою эффективность. Вакцина безопасная, надежная. Принимает ковид-больных и основной корпус ЦРБ. На 3-м этаже более 30 человек, на 4-м больше 20. На 4-м этаже функционирует только левое крыло. Из-за нехватки медперсонала 2-я часть на сегодняшний день не работает. Если сравнивать пациентов, которые были первоначально, да, где-то годик назад и сейчас, немножко, да, болезнь спрогрессировала. То есть человек сейчас может объективно чувствовать себя неплохо, да, но в это же время параллельно пневмония может развиваться, то есть площадь поражения легкого увеличивается. И поэтому сейчас приходится вдвойне смотреть за пациентами, то есть чаще пересдавать анализы, чаще контролировать все эти моменты, и из-за чего, в принципе, лаборатория тоже перезагружена у нас. Но, слава богу, пока справляемся. Только что вот я 2 уложил, и, в принципе, все, больше коек на 4-м этаже в нашем крыле нет. Вот. А по поводу расширения, в принципе, мы пытаемся как бы не расширяться, да, и с учетом наших коек укладывать пациентов, то есть не задерживать. Если человек, в принципе, относительно удовлетворительного состояния, отпускаем его домой, конечно, с рекомендациями и дальнейшим контролем. Вот.
Так, правое крыло вы не открываете только потому, что нет медперсонала, так? Да, да, в принципе, вот вы правильно говорите. Как известно, в Гудаутской ЦРБ уже 2 недели не работает компьютерный томограф. Из-за перепада электроэнергии слетело программное обеспечение. Новой установкой занимаются специалисты из Белоруссии. КТ был запущен в тестовом режиме. И то есть мы его перезапускаем полностью по новой. То есть как бы механической какой-то ошибки у нас нет. У нас чисто системная ошибка. Вот инженеры сидят, они сейчас все переустанавливают. И это так как это сложная аппаратура, у нас там идут много протоколов, в которые нужно заново это все вбивать, заново это все загружать. Вот. Сегодня вот он уже заканчивает нашу работу именно по программному обеспечению. И сегодня мы планируем уже спустить наших стационарных пациентов. Так как у нас уже лежит 90-100 человек стационарных, то есть у нас первые очередные, естественно, будут они, потому что они у нас тяжелые, они у нас реанимационные, они у нас после длительного лечения, мы даже не знаем, что у них, ориентируясь только на рентген, как бы это тоже тяжело оценивать ситуацию. Вот. И, естественно, амбулаторных мы тоже начнем потихонечку принимать, но мы сперва обслужим весь стационар. Но это стационар не только Гудаутской ЦРБ, это стационары других районных РБ тоже. Амбулаторных мы будем принимать так же, как и до этого мы принимали, но уже более строго к ним относиться в плане направлений, экстренных, вот именно кому надо срочно. То есть это должны быть определенные критерии для того, чтобы сделать это КТ. То есть от того, что он просто ковидный, я хочу сделать КТ, как бы так тоже не получается. Заглянули мы и в пищеблок. С первого дня начала ковида здесь, с первого дня кормят великолепно, всем достаточно, все больные довольны, насколько я знаю. 3 раза в день кормят больных. Это чем? Первое, то есть завтрак – это каши, масло сливочное обязательно, то есть по утрам булочки – это уже завтрак. На обед первое, второе, как положено, мясо, курица, все есть. Ходят разговоры, что еды недостаточно. Это неправда? Может один что-то сказать, но есть люди, в основном больные, которые все довольны. Я это точно знаю. Все говорят спасибо, благодарность передают шеф-повару. Это однозначно. Есть добровольцы, девочка Катя, Георгий. Это сын нашего шеф-повара. Наш шеф-повар великолепный, Людмила ее звать. Она командует нами, управляет. Я сама медик, которая пришла тоже так же работать, помогать здесь на кухне. У нас действуют ограничительные меры, но в более мягкой форме. И все же мы должны понимать, что коронавирус никуда не ушел. Поэтому как минимум масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются в силе. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба с очередной рабочей поездкой посетил Гудаутскую ЦРБ. Глава ведомства проверил работу пищеблока, пообщался с сотрудниками столовой и волонтерами, которые в период пиковых нагрузок оказывают помощь персоналу. Министра проинформировали о том, что пациенты обеспечены бесперебойным 3-разовым питанием. Была проблема с закупом некоторых продуктов в связи с их отсутствием на оптовых складах Гудаутского района. Например, не всегда мы можем приобрести мясо, так как его нет на складах, где мы обычно закупаем продукты. Но в любом случае наши пациенты и медперсонал больницы никогда не остаются голодными. Полноценный рацион питания мы им обеспечиваем. Но время от времени нам хочется обновлять меню, сказала повар Людмила Бадулина. Эдуард Будба предложил наладить поставку дефицитных продуктов из столицы и обещал сотрудникам столовой оказать содействие в урегулировании данного вопроса. В пищеблоке Гудаутского ковидного госпиталя посменно работают 6 человек и постоянно 1 повар. С сегодняшнего дня на помощь пришли еще 7 волонтеров. На прошлой неделе для столовой были приобретены дополнительные морозильные камеры, но еще требуется оборудование, без которого пищеблок не в состоянии полноценно работать. Это холодильники для хранения молочных продуктов, кондиционер и различная кухонная утварь. Глава Минздрава обещал оказать содействие в решении и этого вопроса. Эдуард Будба поблагодарил волонтеров за помощь, которую они оказывают Гудаутской ЦРБ. По его словам, любая поддержка медучреждениям Абхазии важна в столь тяжелое время пандемии.
8 июля армянская община Абхазии оказала финансовую помощь Минздраву страны. 600 тысяч рублей будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. На эти деньги будут закуплены медикаменты в Гудаутский госпиталь и Сухумскую инфекционную больницу. Выразить от лица Минздрава. Сегодняшний наш визит в Министерство здравоохранения Республики Абхазия связан с тем, что мы хотим передать финансовую помощь Гудаутскому ковид-центру и Сухумскому инфекционной больнице по 300 тысяч. Я думаю, что они сейчас действительно имеют необходимость в деньгах для того, чтобы вы обеспечили им медикаментами. Вот. Тем более я сам лежал, это моя 3-я акция в Гагарской больнице. Я знаю, какой труд у медиков ковид-центра красной зоны, и потому в армянской общине Абхазии есть огромное желание. Мы решили поддерживать. По возможности мы будем делать дальше, для того, чтобы у нас больных было меньше. К сожалению, сегодняшний день статистика говорит о другом, что есть увеличение. Ну, надеемся, что будет хорошо. Мы тоже хотим помочь. Огромное спасибо хочу выразить от лица Минздрава за ту помощь, которую вы сейчас оказываете нашим лечебным учреждениям. Вот те финансы, которые вы сегодня передаете в помощь инфекционной больнице и ковидному Гудаутскому госпиталю, будут переданы в кассу, будут переведены на счет Минздрава, и далее будут закуплены лекарственные препараты для наших пациентов, нуждающихся в лечении вот этими препаратами. Спасибо вам огромное за ту помощь и за то участие, которое вы нам оказываете. Вакцинация первым компонентом «Спутник В» в Сухуме завершена. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения по Сухуму Ирма Воуба. Начальник управления здравоохранения столицы заметила, что Минздрав республики обратился к российским коллегам по вопросу доставки в республику второй партии «Спутника В». По ее словам, этот вопрос находится в стадии решения. Воуба уточнила, что люди, которые записались на проведение вакцинации, но их очередь не подошла до окончания количества препарата, будут вакцинированы, как только в страну поступит вторая партия «Спутника В». Она отметила, что списки будут сохранены, и медики будут связываться с пациентами и приглашать их в медицинские учреждения для проведения укола. Ранее министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба сообщал, что республика попросила российскую сторону направить в случае необходимости врачей для помощи абхазским медикам. По словам главного терапевта страны Анжелы Арчели, абсолютное большинство сделавших прививку в Абхазии не ощутило никаких побочных действий. Случаев госпитализации после прививки не зафиксировано. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Абхазии министр культуры Гудиса Агарба издал приказ о приостановлении с 12 июля деятельности учреждений подведомственных министерству. Приостановить на территории Республики Абхазия с 12 июля 2021 года деятельность межведомственных учреждений культуры, театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей образовательных учреждений, говорится в приказе. По инициативе республиканской общественной организации «Айтглара» состоялась встреча представителей партии и других общественных организаций. Собравшиеся договорились вести политическую борьбу, не выходя из правового поля, а также подписали документ о неиспользовании силы. С удовольствием хочу отметить, что нас поддержали такие серьезные организации, как Общественная ветеранская организация «Абаш», политическая партия Ам-Сахара, политическая партия «Единая Абхазия», Народная партия Абхазии, Коммунистическая партия Абхазии, Республиканская политическая партия Акзара, Общественная организация «Русская община Абхазии», Общественная организация «Черноморское казачье войско», Общественная организация «Союз казаков Абхазии» и казаков-ветеранов боевых действий, Фонд развития взаимных отношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Отечества, Общественная организация «Справедливая Абхазия», Фонд международного делового сотрудничества, Общественная организация «Абхазский союз ветеранов Афганистана», Общественная организация «Армянская община республики».
Надеюсь, что этот внушительный список в ближайшее время дополнится и другими политическими партиями и организациями. Не могу не отметить, что в обществе, к сожалению, нашлись силы, попытавшиеся заблокировать реализацию нашей инициативы, как среди провластных организаций, так и среди оппозиционных. Подчеркиваю, что своей инициативой мы пытаемся шагнуть в светлое будущее единого народа, вернувшегося, наконец, к делу строительства абхазского суверенного правового государства. Организация будет продолжать традиции айтгулеров по объединению людей, надеялся на какие-то позитивные действия со стороны этой организации. И, к счастью, я не ошибся, потому что первые же шаги, они демонстрируют желание объединить общество вокруг наших общих целей. Когда инициатива эта была озвучена, я один из первых, который ее поддержал и готов подписаться под этим заявлением. Я вспоминаю времена, когда создавалась организация айтгулеров. Это было сложное время, но объединив людей, наших граждан вокруг цели общей, мы сумели сделать невероятное, то, что самое сложное в историческом процессе вообще создание независимого государства. Мы все видим, что многомиллионные нации не могут создать свое государство, но объединение нашего общества и воля его совершило это великое дело. Наше объединение, наше единство привело к тому, что мы победили в войне с гораздо более многочисленным и сильным противником, потому что у нас была воля к единству, к победе, у нас была общая цель. А наша единственная цель нашего государства и нашего народа заключается в том, чтобы развиваться. Нам независимое государство для чего нам нужно было? Для того, чтобы люди жили лучше. Я всегда был за то, чтобы был плюрализм мнений. Должны быть разные мнения. Это естественный процесс, но не должно быть вражды. У нас должны быть все институты демократические, у нас должна быть свобода слова, у нас должен быть парламент, который может выражать общественное настроение, но у нас должно быть единство, потому что у нас одна общая задача. Мы сидим в одной подводной лодке. Наша цель – выйти к светлому будущему и процветанию для нашего народа, для наших детей и наших внуков. Эта инициатива является сегодня необходимой для заложения в будущем цивилизованной политической культуры. Надеемся, мы все участники этой инициативы, поддержавшие, вернее, эту инициативу, на то, что мы сумеем заложить фундамент действительно новой борьбы, политической борьбы, и предостеречь в будущем наше поколение, возможно, всех нас, для того, чтобы мы перестали переходить грани. Да, мы через многое прошли, нужно в этом признаться. И своевременная оценка руководством страны позволит в будущем предостеречь наше общество, наше государство от ненужных действий. Получилось так, что представители некоторых организаций, групп людей воспринимают данную инициативу как какой-то сговор власти и оппозиции. Хочу отметить обратно, это не является сговором. Ради достижения какого-то согласия организация айтгулера вышла в подобную инициативу. Президент проявил готовность к солидарности общества. А организация айтгулера вышла с данной инициативой, дабы пресечь в будущем какие-то насильственные действия в адрес власти. Любой власти. Тут непосредственно не говорится о личности. Это все делается для самосохранения государства. Для сохранения государства и перейти к новым методам политической борьбы, к цивилизованным методам. Это необходимо. Коммунисты выступают за гражданский мир, за то, чтобы решать все противоречия общества в конституционном поле. Важнейшая предпосылка этого является объединение всех здоровых политических сил в обществе. Мы выступаем за единство нашего народа Абхазии, за то, чтобы голос каждой политической партии был услышан. Мы полностью поддерживаем вашу инициативу.
Пенсионный фонд Абхазии начал осуществлять выплаты пенсий и пособий за июнь. По данным Пенсионного фонда, на 8 июля прежде всего финансируются выплаты пенсий и пособий тем категориям получателей, которые связаны с войной в Сухуме, Сухумском, Тхуарчалском и Очимчирском районах. Сумма начисления пенсий, пособий и доплат за июнь в целом по Абхазии составляет 95 миллионов 606 тысяч рублей. Уже профинансировано 28 миллионов 974 миллиона рублей. В городе Сухум начислено 28 миллионов 511 тысяч рублей. Профинансировано 16 миллионов 993 тысячи рублей. В Сухумском районе начислено 4,5 миллиона рублей. Профинансировано 2 миллиона 189 миллионов рублей. В Тхуарчалском районе начислено 7 миллионов рублей. Профинансировано 1 858 тысяч рублей. В Очимчирском районе начислено 13 миллионов 682 миллиона тысяч рублей. Профинансировано 7 миллионов 183 тысячи рублей. Подстанция Очимчира-Тяга введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает в четверг, 8 июля, пресс-служба Черноморэнерго. Возгорание подстанции Очимчира-Тяга мощностью 32 мегаватт случилось утром 29 июня. В результате пожара оборудование подстанции сгорело, значительная часть района осталась без света. К месту аварии выезжал президент Абхазии Аслан Бжани. Он осмотрел последствия пожара, а затем провел совещание в администрации Очимчирского района. Президент дал указание руководству Черноморэнерго обеспечить усиление мер противопожарной безопасности на подстанциях и следить за санитарным состоянием внутри станций и на прилегающих территориях. 9 июля перед Абхазским государственным драматическим театром имени Самсона Чанба состоится концерт опера «Вива». Фестиваль посвящен великому Джоаккино Россини. В программе фестиваля примут участие Государственный камерный оркестр Абхазии, Государственная хоровая капелла, а также гостями и участниками фестиваля станут Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Из-за насыщенной программы и сложной эпидемиологической ситуации в стране фестиваль продлится всего один день и проводится под открытым небом на набережной Сухума. Надо отметить, что этот праздник музыки состоится при поддержке Министерства культуры Абхазии. С 2019 года ЮНЕСКО было объявлено годом Россини, и во многих странах отмечают 200-летие с первых постановок опер Россини. Вы знаете, что Россини является основоположником оперы Буффа. Он развил оперный жанр. И самые популярные оперы, вы знаете, «Севильский цирюльник», «Золушка». И мы завтра на концерте сделаем 3 блока. Будет и опера Буффа, это комическая опера. Будет также героическая часть, где мы сыграем оперу «Вильгельм Тель» и «Моисей в Египте». А также будет духовная музыка, 2 номера из «Стабат Матера», «Интродукция» и «Фламатус», и блок неаполитанских песен. Вот этот фестиваль международный. Почему международный? Потому что в этом концерте участвуют наши партнеры, наши коллеги, симфонический оркестр Адыгеи, города Майкоп, а также солисты Государственной хоровой капеллы Москвы. И уникальность проекта в том, что участвуют также абхазские коллективы. Это Государственный камерный оркестр Абхазии и Государственная хоровая капелла Абхазии. Естественно, все это невозможно было осуществить, если Министерство культуры не поддержало. Я хочу поблагодарить, воспользоваться этим случаем, что Министерство культуры безукоризненно организовало и технически. И мы, кроме творческих деталей, ни во что не вмешиваемся. В преддверии празднования Дня государственного флага Республики Абхазия Государственный комитет по делам молодежи и спорту запускает фотоконкурс «Символ гордости». Конкурс будет проходить в социальных сетях Instagram, Facebook и ВКонтакте, сообщает пресс-служба комитета. К участию приглашаются все желающие. Главное условие – сделать креативную и интересную фотографию с флагом нашей страны. Необходимо до 20 июля разместить у себя на странице конкурсное фото с хэштегом «Символ гордости». 20 июля жюри выберет 3 фотографии, которые будут опубликованы на официальных страницах Государственного комитета по делам молодежи
молодежи и спорту. Далее, чье фото в течение суток наберет больше лайков, станет победителем и получит главный приз – сертификат на сумму 20 тысяч рублей на приобретение любой техники в магазине «Эксперт». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха днем 25, ночью 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.